Что делать, если в разговоре с носителем языка вы чувствуете, что вы немножечко недопоняли его? Очень часто именно этот вопрос мне задают слушатели, и поэтому давайте мы сегодня разберемся с этим вопросом. Ситуация на самом деле достаточно часто встречается. Не могу сказать, что она простая, а ситуация непростая, ситуация щепетильная на самом деле. Потому что речь идет о человеке, который, по сути, уже знает, как сказать, знает, что сказать, знает, кому и когда. Но в разговоре с носителем языка вот есть чувство, вот это легкое чувство неуверенности, а правильно ли я поняла, что мне сказали. Все очень просто. Дело в том, что человек, который начинает практиковаться в языке, причем это относится ко всем языкам буквально, и человек, который говорит на языке, это люди, говорящие на разных скоростях. Почему? Потому что, когда мы начинаем практиковаться в новом языке, мы еще обдумываем слова, которые говорим. Мы обдумываем, правильно ли окончание поставили. Мы обдумываем время, мы подбираем, мы по дороге формируем эту фразу и выдаем. То есть у нас на обдумывание уходит, да, это доли секунды, но тем не менее именно эти доли секунды влияют на общую скорость. А носитель языка говорит в режиме автопилота. Я думаю, что вы помните, что почти в каждом видео я говорю именно о режиме автопилота, о том, что вся поступающая информация должна нами с вами быть переведена в режим автопилота. Мы должны все довести до автомата, чтобы в нужный момент наш мозг выдал нужное слово, нужное время. И ровно поэтому, что вся информация автоматизирована, мы, когда будем разговаривать с вами с носителем языка, наша голова в очень быстром режиме обработает поступающую информацию. Потому что буквально происходит следующее. Если бы они говорили медленней, я бы все поняла. Бывает с вами такое? Да, вот именно эту фразу я слышу. Как только начинают друзья говорить быстро, все в кучку, все, и я там слово понял, там окончание услышал, а в целом вообще запутался. И в целом такой набор звуков. А если они говорят медленно, с толком, с расстановкой, то я все понимаю. Все очень просто. Информация, она не автоматизирована. Вот очень просто. Что же делать в этой ситуации? Все очень просто. Наша с вами цель – научиться читать вслух четко, быстро. Действительно научиться читать так, как дикторы читают. Зачем? Потому что, когда мы читаем текст, то, во-первых, мы видим правильно написанные фразы. Во-вторых, мы не обдумываем слова, а потому что слова готовы. И прочитывая текст, мы вслух, очень важно, чтобы вслух. Почему? Потому что так случилось, что наше собственное ухо, наш родной голос воспринимает как посторонний звук, как посторонний голос. То есть, по сути, мы с вами имитируем разговор с кем-то. Так вот, если мы вслух говорим и при этом четко и быстро прочитываем, то, по сути, мы тренируемся в разговоре с кем-то, тренируемся. Нам не нужно обдумывать по дороге слова, потому что текст у нас готовый. И, по сути, прочитывая, мы имитируем чью-то речь. То есть, в этот же момент мы же с вами видим текст, и мы своими же глазами, своим мозгом, мы обрабатываем его, и приходит вот понимание, мы понимаем, о чем написано. В это время мы тренируемся и со стороны слушателя. И вот это упражнение, на самом деле, одно из мощнейших упражнений, чтобы запустить процесс понимания речи. Потому что как только мы с вами научимся читать вслух быстро, четко, то примерно через недельку, через дней 10 вы почувствуете, что носитель языка вы понимаете все легче и легче, легче и легче. И часто, когда я объясняю это упражнение, люди говорят, а сколько нужно читать, чтобы получить этот эффект? По-разному. По-разному. Почему? Потому что у всех разный уровень языка. Возможно, вам понадобится неделька, но каждый день. Начиная с 5 минут в день, прибавляйте по 10 минут, и через недельку вы уже будете читать
полчаса, кому-то 2 недели, кому-то, возможно, месяц, но тем не менее это стоит, игра стоит свеч, потому что если мы умеем говорить, что мы знаем, что, как, когда, кому сказать, то, конечно, нам хочется уже понимать. А то, как бы ситуация достаточно такая непонятная. Я и говорю, но как будто бы в стену говорю, ну, со стеной разговариваю достаточно некомфортно. Поэтому, если вы, друзья, в такой ситуации, то вот рецепт, причем работающий для всех языков. И как только вы научитесь, повторюсь, неделька, возможно, кому-то 2 понадобится, то эффект будет шикарный. Вы начнете чувствовать, что люди говорят, а вы их все четче понимаете. Картинка все шире, и комфортнее вам становится в разговоре с носителем казахского языка. Дорогие друзья, я вам советую, проделайте это упражнение, а потом вернитесь к этому видео и в комментариях напишите, что Сауле Муратовна, чудесное упражнение. Да, я стала легче понимать носителя языка. На самом деле все гораздо проще, чем кажется.